Программа уже длится с 2011 года. Мы понимали, что финансирование с федерального бюджета будет поступать неравномерно. На сегодняшний день мы получили два транша, это 400 миллионов в 2012 году и в этом году 327 миллионов рублей. Этого недостаточно, чтобы мы закрыли эту программу, поэтому когда мы общались и в Дворце культуры города Беслана, когда там более 700 человек было, я призывал к тому, что нам нужно перейти к строительству жилья, потому что та сумма, которая была определена за 1 квадратный метр 26 800 рублей, недостаточно, чтобы купить на рынке, и первичный рынок или вторичный рынок, неважно. На сегодняшний день у нас уже более 35 тысяч рублей за квадратный метр стоит. Поэтому мы вчера было совещание у главы, приняли решение о том, что определили место, определили застройщика, и застройщик начнет строить для всех участников программы, независимо от того, пришли деньги из федерального бюджета или нет. В принципе, у нас или конец 2015 года, или начало 2016 года жилье будет построено, к тому времени мы решим и с финансированием. Что касается ветеранов, у нас нет никаких проблем. 1662 человека уже обеспечено жильем. У нас на учете 370 человек. И, в принципе, на 2015 год у нас заявка уже есть на 214 миллионов. По истечению полугодия мы можем дозаявить еще определенную сумму. Но я считаю, что этого будет достаточно, потому что некоторые люди отсеются из-за некорректности сбора документов. Мы обеспечим всех, кто входит в эту программу.